Отвечаем на следующий вопрос. А нужно ли мне верить в гипноз, чтобы он на мне сработал? Ответ, конечно же, нет. Почему? Потому что гипноз, по сути, своей основа на научном подходе. Вам нет необходимости верить. Ваша задача, в принципе, просто следовать тем инструкциям, которые вам говорят. И не задумываться о том, а вот то ли я видел или не то, а вдруг это какая-то неправда и прочее, 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 потому что такие случаи у меня были. Опять же, вы же пришли в эту ситуацию на прием, сдайтесь процессу, и тогда будет результат. Вот. Обдумать, проверять, это уже не ваша задача, ваша задача просто следовать этому. Поэтому нет необходимости верить в это. Это не какое-то волшебство, это определенная технология, которая позволяет достигать определенных результатов. Если вы сами не являетесь объектом, который мешает этому процессу. Вот. Другое дело, что, например, бывают случаи, когда человек сталкивается с каким-то негативным чувством, например, с чувством вины, ему говорит: нет, вина — это напоминание мне, чтобы я с тех пор больше никогда так не делал. И получается что? Получается, на любое негативное чувство, в данном случае чувство вины, постоянно тратится энергия, и она позволяет человеку меньше успевать в других различных направлениях. Поэтому, если вы выдохнете, если вы простите себя, вина — это только мы сами можем себя простить. И отпустить это чувство. Тогда жить ему станет легче. Если он не готов этого сделать, тогда, как говорится, медицина бессильна, и надо либо лучше готовиться, либо дальше с этим жить, непонятно зачем, потому что жить с чувством вины — это жить без удовольствия. Поэтому получайте удовольствие от жизни, и пусть у вас все будет хорошо. Счастливо.